София Абляева. Галоконцерт детского талант-шоу «Татлысес-2018» подходит к концу. В этом году всеукраинский конкурс поменял формат на международный. В конкурсе принимают участие более сотни детей из Крыма, Херсонской, Львовской, Киевской областей, а также артисты из Вильнюса. На галоконцерте «Татлысес-2018» работают наши журналисты. Последние подробности мы узнаем у нашей Эльвины Сейтбулаевой. Эльвина, тебе слово. На сцене уже выступает Арсен Усманов, выступала Эльзара Баталова, Алие, Эльмас, Асан Белялов. Сейчас на сцене выступают артисты, а до них выступали конкурсанты. В детском конкурсе приняли участие около 100 детей. Они приехали из разных уголков Украины, а также среди них и также Херсонщина, Мелитополь, Львов. Они постарались передать атмосферу крымско-татарской культуры, предлагаю послушать. Участники из Крыма привезли такую теплую атмосферу для того, чтобы крымские татары, которые живут в Киеве, не чувствовали себя одинокими. Представители из Литвы рассказали, как им не хватает Крыма. Предлагаю послушать их комментарии. Мы приехали сюда, чтобы дать тем детям, которые пытаются здесь продвинуть нашу культуру, дать уверенность, чтобы они не боялись выходить на сцену и танцевать. Они должны просто, как говорится, кайфовать на сцене. Танцевал балхче. Это танец типа с яблок, про яблок говорится, про поле с яблоками и о его красоте. Мы приехали с Вильнюса, с Литвы. Представляем общину литовских татар, но мы с дочкой именно крымских татар. Супер, вообще столько впечатлений, очень интересные номера, дети талантливые, хореографы талантливые, прекрасное жюри, вообще все очень на высшем уровне. Самое главное — окунуться в культуру. Татлысес проводился в Крыму, начиная с 2009 года, однако в силу последних событий он не проводился, и в Крыму его, то есть в Киеве, стали вновь возрождать. Организатором Татлысес является телеканал АТР, его основателем является Татлысес, организатор Лену Ислямов рассказал о важности проведения этого конкурса в Киеве. Предлагаю послушать его. Важно очень то, что он проходит в свободном Киеве сейчас. В свободном Крыму мы не можем его сейчас сделать по понятным причинам. И оккупанту очень хотелось бы, чтобы мы его там проводили. Но проводили бы в их нужном ключе. Делали бы определенные вставки российские, делали бы это с русским флагом. Что они хотели сделать с АТРом, что они хотели сделать с Меджлисом, мы это им не позволили. 100 детей приехало. Это первый раз на материке такого уровня концерт. Мы хотели бы и надеемся, что все-таки государство услышит и подхватит эту инициативу, потому что для государства Украина, а мы хотели бы, чтобы это было государство именно, а не гражданское какое-то формирование, которое мы сейчас из себя представляем. Мы хотим, чтобы государство занималось образованием детей, воспитанием детей вместе с родителями, которые сегодня приехали.